представляет, как нельзя сидеть в туалете. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас, как следует мочиться и испражняться, научив нас сидеть в положении присев. Сегодня многие люди не осознают, что некоторые позы во время пребывания в туалете представляют опасность для здоровья. Сегодня все большее количество врачей говорят о том, что люди созданы так, что они должны присесть, чтобы облегчиться. Все дело в позиции. Положение присев уменьшается давление на прямую кишку, и процесс дефекации проходит легко. Положение сидя в туалетах западного типа означает, что вы тужитесь против направления собственных мускулов. Многие врачи говорят, что туалеты, где человек сидит присев, сокращают случаи запоров, геморроя и даже рака кишечника. На рисунке видно, что наше положение в туалете играет более значительную роль в возникновении этих болезней, чем отсутствие правильного питания. Стэнфордский университет опубликовал результаты исследования, которое показало, что положение присев – правильный и рекомендуемый способ использования туалета. Так в чем же разница между двумя этими положениями? Пользуясь современным туалетом, человек сидит под углом 90 градусов. Пребывая в туалете в положении присев, человек сидит под углом 35 градусов. Ученые говорят, что в таком положении все давление идет на нижнюю часть кишечника. В результате возникает естественное движение каловых масс по толстой кишке, и человек облегчается. В положении присев таз находится в настолько удобном положении, что выход из прямой кишки открыт, мышца таза расслаблена, и происходит то, чего не бывает в туалетах западного типа. Анальное отверстие, будучи конечной точкой движения масс по кишечнику, открывается, и человек с легкостью и полностью высвобождается от отработанной пищи. В результате человек, пребывая в сидячем положении при дефекации, вынужден задержать дыхание и тужиться вниз с тем, чтобы облегчиться. И все же полного высвобождения кишечника никак не может произойти. В результате в нижней части толстой кишки скапливаются каловые массы. Все это раскрытие ягодиц, выпрямление анального канала, естественное продвижение проработанной пищи по кишечнику и дальнейшее высвобождение может произойти только в положении присев. В этом случае дефекация проходит легче и быстрее, а кишечник полностью высвобождается. Когда человек стоит, мышцы таза полностью скрывают прямую кишку. Когда он сидит, они частично перекрывают ее, а когда находится в положении присев, мышцы полностью расслабляются. Положение сидя вызывает напряжение, которое не является здоровым. Пользование туалетом современного типа вызывает запоры. По оценке Национального института здоровья, свыше 4 миллионов американцев страдают от запоров. Запором считается высвобождение кишечника меньше, чем 3 раза в неделю. Запор не только доставляет дискомфорт, но и оказывает длительный отрицательный эффект на толстую кишку. В этом случае может произойти выделение воды. Толстая кишка постоянно выделяет воду из своего содержимого, трансформируя жидкие массы в твердые. В результате, если дефекация происходит нерегулярно и не полностью, выделяется слишком много воды, а каловые массы затвердевают и присыхают к стенкам толстой кишки. Если стул находится в толстой кишке слишком долго и высвобождается, содержащиеся в нем токсины могут попасть в кровь. Кроме того, задержка стула может породить еще больше токсинов. Геморрой. В клинике Майя высказали предположение, что геморрой возникает в случае длительного пребывания в положении стоя или сидя. И если в течение долгого времени сидеть, особенно в туалете, увеличивается давление на вены заднего прохода. Согласно исследованиям клиники Майя, к 50 годам половина американцев испытывала симптомы геморроя. Геморрой – это набухшие и воспаленные вены заднего прохода в нижней части прямой кишки. Геморрой может возникнуть из-за сдерживания естественных позывов или из-за возросшего давления на эти вены, к примеру, во время беременности. Заболевание толстой кишки. Рак толстой кишки – основное смертельное заболевание. Согласно исследованиям портала Science News, оно преобладает на Западе больше, чем в развивающихся странах. Каждый год в США у примерно 150 тысяч человек диагностируют рак толстой кишки. Во всем мире это заболевание на 4-м месте в списке раковых заболеваний, тогда как в развивающихся странах лишь немногие люди болеют ею. Многие западные ученые пытаются найти объяснение этому явлению. Они не придавали значения связи между позой в туалете и возникновению рака толстой кишки. Люди в развивающихся странах используют положение присев при облегчении, тогда как на Западе люди сидят в туалете. При полном опустошении кишечника толстая кишка остается здоровой. Многие исследователи указывают на факты образования каловых камней как на причину заболеваний, в том числе рака толстой кишки. Трудности при мочеиспускании, инфекции. Мочеиспускание обычно проходит легче и полностью, когда женщины приседают для этого. Мочевой пузырь опустошается более полно в положении присев по сравнению с положением сидя. Положение присев помогает сократить инфекции мочевого канала как по частоте возникновения, так и по интенсивности. Проблемы с тазовым дном. 1/3 американок имеют одну или более проблем с тазовым дном. Одной из основных причин этому является долгое пребывание в туалете. Положение сидя вызывает давление на аноректальный угол толстой кишки. Мышца таза защищена в случае положения присев при дефекации. Мужчины также могут иметь подобную проблему. Аппендикс. В положении присев человек садится под благоприятным для здоровья наклоном, и слепая кишка сжимается правильно. В этом случае опустошение кишечника проходит по толстой кишке таким образом, что не задевает аппендикс и его части. Илиоцекальный клапан аппендикса остается чистым.
В положении сидя слепая кишка не сжимается полностью к правому бедру. Также толстая кишка не готовится должным образом к дефекации. В результате человек тужится и воздействует на диафрагму, сдерживая дыхание. Это действие раздувает и давит на слепую кишку в неправильном направлении, вниз, против аппендикса и илиоцекального клапана. Примерно это же происходит, если сдавить тюбик с зубной пастой в середине, нижняя часть тюбика вздуется. Такое давление может направить каловые массы в аппендикс, что станет причиной ужасных последствий. Преимущество положения присев. Человек легко, быстро и более полно облегчается, каловые массы не застаиваются, предотвращается рак толстой кишки, аппендицит и воспалительные заболевания. Защищает нервы, связанные с растяжением и повреждением простаты, мочевого пузыря и матки. Надежно защищает илиоцекальный канал между толстой кишкой и малой кишкой. При использовании туалетом западного типа этот канал остается незащищенным и часто пропускает при облегчении, загрязняя малую кишку. Расслабляет пуборектальную мышцу, которая часто зажимает прямую кишку в случае, когда человек сдерживает себя. Использует бедра для правильной работы толстой кишки и помогает избегать потугов. Если долго тужиться в туалете, может образоваться грыжа, дивертикулез и пролапс тазовых органов. Для беременных женщин положение присев помогает избежать давления на матку при использовании туалета. Ежедневное использование такого положения помогает женщине подготовиться к более естественным родам. Положение присев улучшает баланс человека и положительно влияет на позвоночник. Есть очень простое решение во время пребывания в туалетах западного типа. Это позволит вашему телу и коленям принять правильное положение, а именно под углом 35 градусов.